Молодежные дебаты. Тема нашей сегодняшней программы – рабочие места для молодежи. В настоящее время в Республике Молдова показатели экономической активности и уровень занятости населения очень низкие во всех возрастных группах. Особенно это касается молодежи. Молодежь сталкивается с определенными трудностями при переходе от учебы к работе, в поисках стабильно хорошо оплачиваемой работы и хороших карьерных перспектив, удовлетворяющих их потребности в достойной жизни. С какими трудностями сталкивается молодежь нашей автономии, мы поговорим с нашими участниками. В гостях у нас в студии Евгений Исюмбели, преподаватель по классу аккордеон. Здравствуйте. Иван Паня, работник примарии муниципии Камрад. Здравствуйте. Также у нас приглашенный эксперт Светлана Миронова, представитель Офиса народного адвоката муниципия Камрад. Перед тем, как перейти к дискуссии, мы посмотрим короткий репортаж. Возрастающий уровень безработицы среди молодежи находится среди ключевых проблем современного рынка труда. Количество безработной молодежи в Молдове увеличилось на 13%. Молодые люди сталкиваются с различными трудностями при поиске работы. Мало опыта работы, плюс мало вакансий в плане, в основном требуются продавцы. А если я, например, заканчивала бухучет, мне сложно. Я в декрет вышла сразу и не работала. А по специальности устроиться сложно, так как опыта никакого нет. Мое мнение это то, что не настолько развита наша страна, и, возможно, из-за этого у нас недостаточно зарплаты для семей. Предприятия не открывают. Они выезжают оттуда из Молдовы в Германию, в Италию выезжают. И потому что здесь нет места, где работать молодежи, поэтому выезжают. Неактивность и безработица характерна для более молодых людей в возрасте 15-24 лет. Ребята считают, что работодателям невыгодно брать временного работника. При этом количество молодых людей, трудоустроенных нелегально или получающих зарплату в конверте, примерно на 2% выше, чем взрослых. Людям такие лет 15-16 рабочие не нужны, наверное, никому. Когда временной работы не хотят принимать. Бывает, когда есть. Но редко бывает. Редко. Рабочий график не позволяет студентам работать. Потому что помимо работы есть еще и учеба, и нужно успевать и там, и там. Поэтому многие хотят, чтобы именно с утра и полный рабочий день, а студентам как бы это неудобно и просят, чтобы шли на уступки, но никак. Молодые специалисты, которые имеют квалифицированное образование, также не стремятся устраиваться на работу. Одно из решений этого вопроса стали подъемные, которые предоставляются молодым педагогам при поступлении на работу по направлению. Поддержки для молодых специалистов, она как и в Гагаузии, так и по всей Республике Молдова действует по педагогам, по кадрам педагогическим. Она включает в себя оплату в 120 тысяч лей, которая делится на 3 этапа, 3 транша называют еще, по 40 тысяч лей каждый год. Существующие места работы низкооплачиваются и непривлекательны для молодых людей. Для молодежи необходимость наличия опыта работы зачастую является обязательным условием при приеме на работу. А работодатели все чаще выражают недовольство качеством подготовки молодых специалистов. И мы переходим к обсуждению. Вот вы послушали мнение респондентов. Как вы считаете, действительно ли молодежь сталкивается с определенными трудностями при поступлении и поиске на работу? Какие это трудности? Среди молодежи существует такая тенденция, что все хотят сразу и много. Никто не хочет начинать со стандартных 3-4 тысяч, которые оплачиваются на начальном этапе. Все хотят 7, 8, 9, 10. Когда выходят с университетов, с колледжей, это знания, которые получены там, но это только двери, только первый шаг в, скажем, в рабочей среде, которую они выбрали, и все остальное познается в опыте. И не имея навыков, хотят зарабатывать так же, как и крупные эксперты, специалисты, которые уже много лет, как рыба в воде в своей специальности, и они достойны такой заработной платы. Это проблема наших ребят, которые хотят многого и не понимают, почему идет такое разделение, и не хотят никак на это влиять. Я хотел бы чуть-чуть добавить, что я тоже с этим очень солидарен, что молодежи хочется всего и сразу, поэтому тут есть такой выбор, либо здесь начинать и постепенно расти,
приобретать навыки, опыт, качество, и впоследствии и заработная плата будет увеличиваться. Либо, может быть, оставлять все и выезжать, и сразу, может быть, где-то за границей, сразу получать какие-то большие суммы по сравнению. Вот вы начали говорить про образование в университетах и работу. Получают ли хорошее ли образование? Может, оно как-то не соответствует тем требованиям, которые требуют работодатели? Почему иногда бывает, приходишь на работу и говорят, забудь все. Или не забудь, допустим, мы тебя научим по-своему, как-то скажем, как мы уже привыкли. Вот почему такая тенденция? Есть ли такое? Я думаю, что каждый работодатель, он прекрасно понимает, когда он берет молодого специалиста на работу, когда он трудоустраивает, он прекрасно понимает, что как такового опыта работы нет. И, в принципе, не может быть. Но мы знаем, что учебные заведения, вузы обеспечивают не только теоретическую часть образования, но и практику. Я в свое время тоже проходил практику, мы давали занятия в школе, работали с детьми, и это те необходимые, это та база, те навыки, благодаря которой можно впоследствии уже, благодаря этому опыту можно впоследствии уже развиваться и двигаться по работе. Иван, как вы считаете, работодатели говорят, опыта понятно, что нету, да, но многие требуют. Вот как молодежь из-за этого или текучесть такая кадров происходит, они ищут другую работу, где получше заработок или как-то условия? Я думаю, что ребята просто не хватает некоторым стойкости и выдержать этот первый этап, переступить через эти начальные сложности. Привыкают к тому, что они в университете приходили в 8, уходили в 2. И объем информации, который получали они в университете, он очень большой, широкий. Так же, как я учился на юрфаке. Мои друзья, которые на других специальностях учились. Информации много, а потом то, что мы выбираем из работы, мы уходим в более узкое направление. И здесь уже приходится самообразовываться. И никто не... Так получается, что прислушиваешься и к работодателю, что он хочет от тебя взять, смотришь, что дополнительно, и в конце некоторые смотрят, не, я ничего не хочу, пойду я поработаю официантом, барменом, там 3-4 платят, буду работать как конь, но буду зарабатывать. Да. То есть... Саморазвитие вообще не хотят развиваться, большая часть в этом и вся причина. То есть, а если ты квалифицированный специалист, и ты не хочешь работать по специальности, но многие же не работают по специальности, ищут, в чем причина? Или у них они просто уезжают, да? Как выходит ситуация? Могут быть разные причины этого. Например, неправильный выбор профессии. И в дальнейшем человек понимает, что это не его просто. Другая причина... Ты столько лет проучился, да, получил образование, не жалко ли оставлять это все? Искать, как-то переквалифицироваться, это же нужно опять как-то совсем другое. Выбор профессии происходит в достаточно молодом возрасте, 16 лет у кого-то может быть чуть позже, чуть раньше. И в этом возрасте не всегда можно попасть, не всегда можно это ясно увидеть, то свое предназначение может быть. А позднее это может человеку стать более ясным, и человек понимает, что это не его, и он оставляет. А с какими был из вашего опыта, вы лично, когда заканчивали, во время учебы искали работу, с какими трудностями вы сталкивались когда-то? Или у вас не было проблем? Вы как-то пошагово? Слава Богу, у меня проблем не было. Я закончил... Вы работаете по специальности? Я работаю по специальности. Конечно, я тоже выезжал за границу, но 4,5 месяца я был в Германии. И в это время у меня произошел такой некий самоанализ, и я понял, что мне нужно продолжать двигаться по своему направлению. Вы вернулись обратно и работаете по специальности, да? Иван, а вы работаете по специальности? Вообще сталкивались вы с какими-то трудностями, с какой-то дискриминацией, возможно, или как-то работодатель не ту работу предлагал, которую тебе хотелось? С этим мне было легче, намного легче, чем остальным. Это за счет моей активной деятельности социальной. Я всегда старался наработать связи для себя. Начиная с 14 лет я участвовал в разных социальных проектах, где-то, может, и политических,
где-то обычных, и я наработал связей, достаточно большое количество, и это мне помогло после окончания университета долго дома не сидеть без работы. У меня это заняло 2 недели. Ну, так получилось, я показал себя на практике с хорошей стороны, и мне сказали, мы ждем, сдавай, заканчивай и с дипломом к нам. Все, мне выбора даже не дали сказать нет. Я не против был вообще, скажу так. А насчет дискриминации в рабочем плане, ну, о ней нельзя говорить, мне кажется. Вот молодежь в репортаже говорила, что их как-то неохотно, вот 15, которые учатся, Но как-то кому их нужен неохотно. 15-летний человек, который пойдет работать, которому нужно иметь Работодателю нужен заявление от человек, который постоянно, родителей, да? все так, куча лишней документации, которую никто не хочет делать. Легче взять уже человека 18 лет. Понятно, что ребята 15-16 хотят поработать, но Ну, кто-то что они предоставляет умеют? же, не сказать, что... Но что они умеют? Ну да, их берут в обслуживающий персонал, кто-то себе берет подмастерьем, но не более. То есть молодежь, Опыт. которая... все-таки нужен опыт, да? Навыки, даже больше не опыт, а навыки. Навыки, Знания и прежде какие-то всего, определенные. конечно, если мы возьмем этот возраст, то ну, для любого работодателя нужен прежде всего, конечно, хороший специалист, но и ответственный человек. Ответственный, стабильный человек. Поэтому, а в молодом возрасте мы знаем, что пока ни о какой стабильности речь не может идти, потому что, ну, понравилось это, этим занимается, потом это. И в молодом возрасте всегда ребята пробуют себя в этом каком-то направлении, в другом. Поэтому Наблюдается ли какая-то помощь финансовая со стороны властей? Вот в репортаже говорилось о том, что есть такой подъемный для педагогов, для медицинских работников, по-моему, тоже какая-то материальная. О какой материальной помощи вы знаете вот со стороны? Как говорят, популярные профессии, то есть юристы, экономисты, ну, нам не надо, оказывается. Мы можем сами. Ну, со стороны наших властей мы это понимаем. У нас пытаются развивать и развивают это, как бы сказали, медиков, преподавателей. Про другие профессии просто забывают и говорят, что и так много специалистов, мы утыкаемся в популярность профессий. То есть они хотят давать со стороны подъемные на некоторый период времени и закрепить, обязать человека 5 или 3 года работать, 3 года работать в школе, допустим, и не дать варианта поменять. Ну, выбор всегда есть. Как и говорили раньше, что в молодом возрасте не всегда осознаешь правильную работу, ты выбрал для себя. Тут 3 года тебя загоняют, ставят перед тобой рамки, сказать, так, работай, никуда не уйдешь, вот тебе еще пару тысяч, а почему бы тогда не поднять, не сделать достойную зарплату, не сделать достойные условия? Кому из преподавателей хочется работать в этих кабинетах, которые мы видим, когда у тебя падает потолок, когда все стулья скрипят, у тебя советская доска, а в соседней школе у всех ноутбуки, все красиво, удобно работать, теплые светлые помещения. Здесь уже сравнение. Когда ты работаешь, когда ты экономист или юрист, ты приходишь на хорошее рабочее место, тебе удобно, тебя ждут, и более развито, потому что присутствуют, скажем так, внешние средства, которые развивают специальность, а здесь бюджетники, преподаватели, но они никому не нужны. Так выходит со стороны нашего государства. Типа, вы сидите, учите, молодцы, классно. Не важно, что вы учите наших детей, вы строите поколение, типа, нет, вы в самом конце останетесь. Ну, так мы видим просто, если исходить из тенденций. Евгений, вы как представитель педагогов, как вы оцените, какие условия нужны вам для работы, для того, чтобы вы оставались, и у вас было какое-то вот желание работать, не оставлять свою работу, не говоря о любви к детям, именно об условиях, которые вас бы устраивали? Что вам необходимо? ну, если чисто с внешней точки зрения, то ну, элементарные какие-то, может быть, какой-то кабинет, где можно было бы, ну, где было бы приятно работать, ну, какие-то технические средства, компьютер, ноутбук. Не сказать, что большие прям потребности, да, у молодежи? Нет. Хотя элементарно предоставьте, да? Хотя бы такие же светлые помещения. Да, как светлые, здесь в хорошие, студии. чистые помещения, я думаю, что достаточно. Но есть ли возможность у молодежи все-таки заработать чисто на одной зарплате? Сейчас вы сами знаете, какие цены, вот, какие перспективы у молодежи, молодых специалистов? Ну, опять Зарплаты же, растут, начиная Да. с 3-4.
И у каждого своя потребность, смотря чего ты хочешь от жизни. Если ты хочешь iPhone 12, зарабатываешь 4000, пойдешь возьмешь его в кредит, что ты будешь кушать? Хлеб с солью? Отлично, пожалуйста. Все исходит от наших потребностей, сколько мы тратим, столько мы и зарабатываем. Здесь больше говорится о растратах, если так смотреть, чем о заработке. Но много хотим, а мало делаем. Но есть ли у нас перспектива Конечно. в работе? Ну, Или все-таки уехать, самая большая перспектива, уехать где-то там? Нет, перспектива всегда есть. Перспектива в чем? В развитии, в личностном развитии. Плюс к этому постепенно появляется опыт, стаж работы, зарплата прибавляется. Дальше можно, например, там, сдавать на степени, тоже плюс 30%, насколько я знаю, к зарплате. То есть есть определенный, да, есть определенный карьерный рост. И если привязывать свою работу, свое развитие, свою специальность чисто к зарабатыванию денег, то, естественно, ну, если первостепенное значение имеют деньги, то, естественно, такой человек уедет куда-нибудь, где можно заработать больше. Но все-таки, как вы считаете, ориентирована молодежь все-таки на деньги, да? То есть мне нужно заработать деньги, не желание вот, Один русский политик развития. сказал очень интересно: хотите зарабатывать, идите в бизнес. Бизнес. Все знают этого бывшего премьер-министра Российской Федерации. И вот он мне отчасти сказал правильно, я с этим согласен. Мы смотрим врачи, те, кто хотят помогать людям, те зарабатывают мало. Так реально получается. Врач хочет спасать людей, но зарплата не очень. Учитель хочет развивать поколение, учить детей, зарплата маленькая. Я хочу, допустим, что-то продавать, и я умею это продавать. Я продам это этому учителю, этому доктору, и я заработаю больше, допустим, из этого исходя. Поэтому, то есть надо преподавать, хочет... еще бизнес какой-то иметь, да? А так нам не диктуют такие условия, так получается. Условия. Да, Евгений, так получается. Продавать аккордеоны, да, надо преподавать еще. Ну, это, конечно, способ тоже определенного заработка, но я думаю, что окончательно это вопрос именно, может быть, предназначения человека, его природы. Если человек в своей тарелке, то, конечно, он понимает, что, например, ему хочется там больше зарабатывать, может быть, это естественно для каждого человека. Но то удовлетворение, которое приходит от того, что человек занимается своим делом, он в своей тарелке, вот это перекрывает все остальное. И это человек означает, что он на своем месте, и от этого человека очень много пользы для общества. Где сегодня молодежь получает информацию о том, что вот есть вакантные места? Это как-то через общение, интернет, или есть специальные агентства занятости? По идее, занятости? есть у нас орган такой, который об этом говорит, агентство занятости населения, которое должно говорить, должно показывать, какие места есть. Но этот орган существует для того, чтобы раздавать пособия, и то в маленьком количестве. То есть не действует у нас как в Молдове много да? чего не действует, и потому что не хотят, чтобы это действовало, это невыгодно, неудобно. Вот у нас была недавно передача, и говорили о том, что у нас всего лишь 400 вот вакантных мест, то есть 400 мест, но не думаю, что только 400 человек. Никто не все работодатели хотят, чтобы его фирма засветилась. Допустим, если это частная фирма. Информацию через кого-то, да? Вот нам нужны работники, кто-то через агентство, 100% через идет, СМИ. я считаю, что 90% идет через общение личное, между людьми. Как вы считаете? У нас где молодежь может узнать, вот я хочу устроиться на работу, куда мне идти, куда обращаться, что мне делать? Ну, сейчас куча всевозможных способов. И интернет, и знакомства какие-то, и связи, родители, родственники. Все открыто. Самый такой интересный вопрос. Какая для вас заработная плата вот вам необходима для того, чтобы вас устраивала? Вот и для того вообще и молодежь, вот на что бы согласилась молодежь работать, на какую зарплату? Это если считать условия, если ты, например, живешь один, без родителей. У нас вот мы спрашивали, кто-то говорил 8-9 тысяч минимум. Будучи на втором курсе университета, мы с нашим преподавателем примерно насчитывали, сколько должно хватить семье из мужа, жена, один ребенок и на съемной квартире. Мы пришли в сумму в 25 тысяч на двоих. В месяц? Да. Это можно. У нас есть возможность такая зарабатывать 25 тысяч? Да. Кто сказал, что есть возможность, если вдвоем работать?
нет желания у многих. Можно зарабатывать, но для этого нужно много работать, очень много. Кто-то заработает, только нет. Но здесь так рассматривается того, чтобы удобная жизнь – это оплатить квартиру, оплатить услуги, приобрести что-то в кредит, потому что без кредита в наше время неинтересно жить, скажем так. Потом отложить пару денег и при этом еще съездить 1 раз в год в отпуск хороший. А так, эту сумму поделим на 2, выйдем в те же 12,5 на 2. Можно, но хочется. 7-8 тоже достаточно. Ну, я скажу, чуть-чуть добавлю к этой теме, что я думаю, что здесь основным таким ключевым моментом является именно жилье. Потому что если есть жилье, то дальше уже заработная плата будет от этого. То есть если бы гарантировалось, что предоставляется жилье, как бы легче было бы, наверное, да, молодым? Ну, когда есть свое жилье, конечно, легче, естественно. Но оно не молодым педагогам, я знаю, что вот есть, которые в сельской местности, есть такая программа. Да, предоставляется. Но это только педагогам, да, получается? По идее, должно быть и врачам. Да. И как это говорится, это должно быть и специалистам, работающим в государственных органах. Но кому нужно заниматься постройкой социального жилья, вливать туда миллионы лев в нашем случае, невыгодно. Бывает так, когда остается государству чей-то дом, чья-то квартира, приходит на баланс госучреждения, что делают? Они его продают с молотка. В первую очередь, чтобы привлечь средства в бюджет, а не оставить специалисту, допустим, кому-то из своих, либо сдать в аренду специалисту. У нас государство запланировало то, что мы хотим зарабатывать деньги. Чтобы что-то делать, конечно, потом эти деньги отмывать, как оно и показывается, и об этом честно нужно говорить. Спасибо большое за ваше мнение. Напомню, что у нас в студии эксперт Светлана Миронова. Скажите, пожалуйста, наблюдается ли такая дискриминация по отношению к молодежи? Вот в репортаже говорила, что молодые мамочки как-то тяжело ищут работу, или их неохотно берут, потому что они как-то есть возможность уйдут в декрет и не в один, или молодежь, которая помладше, хочет работать, или студенты хотят работать, нет уступок со стороны работодателя. Вы знаете, я бы сказала, что да, есть, конечно, единичные случаи бывают. Почему? Потому что дискриминация возможна вообще по разным основаниям. Это и по признаку пола, и по признаку возраста, и физического положения. Действительно, у нас были факты того, что предприниматели, чаще всего, конечно, это частный сектор, отказывали, допустим, молодым женщинам только из-за того, что они в будущем, возможно, уйдут в декрет. Но, как оказалось, что иногда отказывают и молодым мужчинам. Почему? Потому что сегодня есть право у молодых отцов выйти в отпуск по уходу за ребенком, и этого тоже боятся. И, кстати, даже отказывали, у нас были такие обращения, отказывали в приеме на работу неженатым мужчинам. Почему? Потому что, скажем так, женатый мужчина приходит домой, вечером тратит свою зарплату только на семью, он на следующий день приходит отдохнувший, а неженатый ведет более, скажем так, веселый образ жизни, поэтому страдает качество работы. То есть есть разные основания, когда работодатель предъявляет свои требования. Конечно же, иногда бывает, что и вот именно по молодежь не берут, опять же, только по моим наблюдениям в частный сектор, из-за действительно отсутствия опыта. В государственном секторе, то есть в публичном секторе, таких проблем вообще не существует. И даже скажу больше, что, на наш взгляд, на сегодняшний день больше дискриминируются лица пожилого возраста, пенсионеры, чем молодежь. Большинство сегодняшних, даже проанализируйте наш публичный сектор, это молодежь работает. Вот Ваня как раз-то является активным примером здесь. И молодежь активно развивает общество, она более активна, естественно, она более готова к изменениям. Поэтому, конечно, удается трудоустраиваться раз намного быстрее, чем человеку за 40 уже. Если раньше мы говорили 50-60, сегодня это за 35-40 уже иной раз считается вышедшим тираж. Конечно же, вы правильно подняли тему, что где родился, там и сгодился. Почему? Потому что, да, у нас очень многие уезжают, действительно. Но ведь уезжают на неквалифицированные виды деятельности. То есть это где-то присмотр, это где-то тяжелая работа. И далеко не в тех кабинетах, о которых вы здесь мечтаете. Не совсем не кабинеты, это может быть открытое на открытом воздухе, в любую погоду. Нужно выполнять ту или иную работу, причем добираться нужно иногда часами.
Знаете, я бы так сказала, что основная проблема, которая у нас сегодня возникает, она в том, что отсутствует профессиональное образование, профессиональная ориентация. То, что было когда-то. Сегодня, к сожалению, этого меньше. Почему? Потому что, может быть, и в те же школьные куррикулумы достаточно было бы внести больше изменений, связанных с профессиональной ориентацией, чтобы не было потом горьких сожалений, что выбрал не ту профессию. Это первый момент. Второй момент. Все-таки уже, посмотрите, больше 10 лет существует закон о волонтерстве, который предполагает наработку того самого опыта необходимого. То есть, да, ты будешь работать, может быть, даже и бесплатно, осуществлять какую-то деятельность, но ты зарабатываешь драгоценный опыт, который дает тебе право, в конце концов, даже на зачет преддипломной практики, например, если это университет, это может быть признано и как необходимый опыт при трудоустройстве. То есть единственное, что нужно получить соответствующие документы, подтверждающие, что ты работал волонтером. Ну и, конечно, никуда не деться, и это очень полезно, действительно социальная активность. Да, допустим, Ваня был заметен всегда. Заметен, я уже говорю, и как преподаватель тоже. То есть те ребята, которые постоянно стараются выделить. Да, это в прямом смысле слова выделиться. Почему? Потому что они показывают себя, они заинтересованы в приобретении новых знаний. И, конечно же, их видно. И к ним привлекается внимание будущих работодателей, потому что большинство у нас сегодня любит именно вот таких вот активных, пробивных. Ну и те, кто стараются отсидеться на задней парте, лишь бы меня не трогали, и, естественно, знания как таковые страдают. Вы знаете, я буквально сегодня вот подняла эту тему, что у нас мы замечаем, например, такие проявления, можно сказать, антикультуры, как многие сегодня не умеют читать и писать хорошо. То есть, когда ты не то что выражать свои мысли, это тем более, если эта работа связана с общением, конечно же, на это будут смотреть. А это в результате чего получается? В результате действительно работы над собой. То есть нет такого, на сегодняшний день золотая рыбка у нас есть только в сказках. Действительно, сегодня нужно усвоить, что для получения того или иного занятия, того или иного статуса нужно пахать. Пахать в прямом смысле над собой. То есть это получить качественное образование. Оно ведь зависит не только от вклада преподавателя, оно зависит в том числе и от своего собственного вклада. Это в обязательном порядке изучения языков как можно большего количества, да, то есть для того, чтобы быть конкурентоспособным. То есть сегодня на рынке труда фактически тебе платят столько, сколько ты стоишь. Пускай это, может быть, звучит не очень красиво для некоторых, но тем не менее, это так. Сегодня не зря Молдова строит рыночные отношения. Почему? Потому что мы действительно себя фактически продаем на рынке. Сколько ты стоишь? Ты специалист, ты активный товарищ, ты знаешь досконально то дело, которым ты собираешься заняться. Да? Если тот же юрист, выпускник, и он не знает, что такое нормативный акт, естественно, работодатель на него посмотрит, может быть, достаточно косо. Тот же бухгалтеры не знают программу 1С бухгалтерии, то, что на сегодняшний день является профессиональным, опять же. Медик и не знает названий заболеваний и как их лечить, конечно же, к нему просто никто не придет. Вот давайте об этом говорить. Сегодня очень много программ для молодежи. И в области трудоустройства, и в области предпринимательской деятельности. Ведь не обязательно сидеть ждать того доброго дядю, который нас обязательно примет на работу. Необходимо действительно заниматься в том числе предпринимательством. Посмотрите, сегодня ряд как молдавских программ, так и международных доноров оказывают помощь в обучении, в развитии, написании проектов, в конце концов, привлечении, инвестировании средств. Были бы желания, были бы идеи. Поэтому нужно, может быть, первоначально действительно это техника маленьких шажков, но их нужно сделать. Их нужно сделать. Почему? Потому что, да, там за горизонтом, никто не вечен. И те же, скажем так, высшие должности, они тоже к ним приходят, постепенно приходят. Посмотрите, когда говоришь о том же, что можно стать депутатом парламента 18 лет, очень многие удивляются. Но это так, вот тебе уже, пожалуйста, и статус. Если говорилось о том, что недостаточно мест, да, вакантных мест, вот ты развиваешься, как вы говорили, учишься, получаешь образование, хочешь развиваться, и на все готов, и вот стоишь на месте, зарплата та же, никуда не
Или вот есть перспективы у молодых специалистов? Вот развиваешься, да, работаешь и днями, и ночами, но зарплата все равно маленькая. И Ну, Ваня правильно сказал, что от стажа работы постепенно, естественно, если мы говорим о зарплате в публичном бюджетном секторе, увеличивается стаж работы, следовательно, увеличивается заработная плата. Это нормально. И кроме этого, ведь последний закон об оплате труда в бюджетной сфере, он очень специфически сделан. Практически у всех одинаковая заработная плата, просто ты имеешь определенную надбавку, связанную со твоим стажем. А сама базовая ставка, она абсолютно одинаковая, что для работника, имеющего 30-40 лет стажа, что для работника только пришедшего. И этот коэффициент не намного отличается. Поэтому это бюджетный, реальный сектор экономики, там еще больше, скажем так, преимуществ. Там и так зарплаты выше, чем в бюджетном секторе в любом случае. И вот именно в реальном секторе уже будет зависеть больше от твоих знаний, от умений практических. Ну, естественно, что я уже сказала, что ты ведь можешь строить карьеру не только вертикально, то есть подниматься куда-то выше, ты можешь строить карьеру и по горизонтали. То есть, кроме того, что ты на сегодняшний день работаешь определенным специалистом, ты дополнительно занимаешься еще чем-то, правильно ребята отмечали. Может быть, развиваешь те же ремесла, в конце концов, в свободное время, по совместительству, пожалуйста. Сегодня это не запрещается. И, может быть, вот эта дополнительная занятость, она потом даст тебе возможность выскочить еще больше. А вот насчет... Понятно, что в городе больше получается рабочих мест, чем в сельской, да? Как развивается вот этот сектор, что молодежь... Как привлекается молодежь, чтобы приезжали в свои села, работали и развивали вот сельскую местность? Есть какие-то программы, может, социальные? Ну, сегодня, кроме того, что вы назвали, что действительно есть программа помощи педагогам и медикам, сегодня, конечно, посмотреть, насколько государство оказывает, в конце концов, те же субсидии на развитие сельскохозяйственного производства. Сельхозпредприниматели нуждаются, допустим, в способных агрономах. Как оказалось в итоге, что в Республике Молдова действительно на сегодняшний день нехватка рабочих специальностей, агрономов, инженеров у нас недостаточно. Это то, что где ты можешь конкретно применить свои знания, заняться землей. Всегда говорю, я никогда не видела, извините, арендатора на «Жигулях». В том смысле, что это прибыльная все-таки сфера производства. Поэтому нужно... в том, что все идут в высшее образование, вот такое среднего, которых могли бы пойти в сельскую местность, например, нет. Как-то, я бы не сказала, что все, при всем том, что у нас сегодня очень много действительно вузов, постепенно идет процесс в обратном направлении сокращения вузов, потому что их действительно много. И не все способны учиться в вузе. Действительно нужны рабочие специальности. Посмотрите, за последнее время стали развиваться активно и вкладывает государство в развитие тех же профтехучилищ, колледжей. Смотрите, даже в нашей Гагаузии у нас сегодня есть стипендии, в том числе, которые распространяются, те же москванские стипендии, распространяемые на колледжи, как Камрадский, так и Светловский, допустим. И акцентируется внимание, и производственная сфера, практика, допустим, у них расширяется, появляются новые производственные аудитории, где это можно получить профессию. Просто действительно сегодня очень многое зависит. Почему акцент ставится на желание, на активности? Потому что действительно, кто, если не я? Вот такой принцип должен, наверное, срабатывать у каждого. Спасибо большое. Это было мнение нашего эксперта Светланы Мироновой, начальника представительства Офиса народного адвоката муниципии Камрад. Спасибо за мнение ваше. Хотелось бы от вас, чтобы вы какое-то напутствие сказали нашим молодым ребятам, которые смотрят нашу передачу. Где родился, там и сгодился. И действительно нужно развиваться у себя и не ждать от кого-то помощи и высоких зарплат. Нужно постепенно как-то развиваться и получать ту заработную плату, которую ты действительно достоин. Кто хочет сказать, кто начать? Давайте я начну. Что бы хотел сказать ребятам, помимо того, что мы сидим в университете за партами, в колледже, в школе,
Не открывайте только учебники, о которых вам говорят преподаватели. Посмотрите вправо-влево и откройте еще какую-то вкладочку в Гугле, и там почитайте. Собирайте информацию отовсюду, копите информацию, используйте ее. Как есть же эти капсаловые лошади, которые так смотрим и ничего не видим больше. Оглянитесь, посмотрите направо-налево, и тогда вы найдете и работу, и зарплату, и уехать не захотите. Страна у нас красивая, живем мы, по сути, хорошо, удобно, поэтому зачем уезжать? Просто нужно оглянуться вправо-влево и найти себя, и там ты найдешь ту сумму денег, которая тебе нужна, ту работу, которую тебе понравится, и ты будешь радоваться жизни, улыбаться. Но нужно просто смотреть по сторонам и четко выбирать, не зацикливаться на одном. Ну, мне хочется сказать, что молодежи, дерзайте, нужно работать над собой постоянно. Как Иван сказал, также нужно самообразовываться. Все в современное время, в нынешнее время все открыто, есть интернет-ресурс, есть все для того, чтобы развиваться. И, конечно, например, если молодой человек выбрал свою профессию, нужно стремиться, чтобы стать специалистом хорошим и, может быть, даже лучшим в своем деле. Спасибо большое. Это были наши участники. Напомню, в студии Евгений Сюмбели, преподаватель класса аккордеона, Иван Паня, работник примарии муниципия Камрад, и наш эксперт Светлана Миронова, начальник представительства Офиса народного адвоката муниципия Камрад. С вами были молодежные дебаты. Я ее ведущая Елена Янак. До скорых встреч.